Сегодня на личном приеме у главы Тувы Владислава Ховалык побывали врач-травматолог-ортопед, заведующая детского сада номер 5 города Кызыла Рябина и коллектив Гослицея Республики, директор которого обратилась с просьбой сохранить образовательное учреждение. В 2017 году я подала министру возможность того, что есть школы нетиповые для одаренных детей. Нетиповые – это имеют возможность разрабатывать индивидуальный учебный план. Тогда никаких зарплат высоких не было. И с 2017 года мы защитили и получили статус нетиповой. В 2018 году, только в конце 2018 апреля, было постановление Республики Тыва. Там было только учителям зарплата 1,4. Только учителям. Администрация, технические работники, завхоз, шофер. Никто не получает такую зарплату. Только учителя, которые дают результаты. Государственный лицей Республики Тыва является автономной нетиповой общеобразовательной организацией, первым инновационным лицеем в Туве для интеллектуально одаренных учащихся. В 2016 году лицей стал победителем всероссийского конкурса «Внутришкольная система оценки качества» с грантом 1 миллион рублей в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. По аналогии с образовательным центром «Сириус» в городе Сочи на базе Гослицея Тувы создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Республики Тыва по направлениям наука, спорт и культура. Но, как утверждает директор Гослицея, условий у них нет. Спортзал не соответствует стандартам, также не получится размещение учащихся из кажунов, ведь всего в интернате 16 мест, а столовая может разместить только до 36 человек. Директор Гослицея Вера Алденол просит привлечь для открытия центра «Сириус» другие лицеи Республики и Тувгу. Владислав Ховалык обещал поддержать и сохранить лицей, ведь он входит в топ-50 лучших школ по итогам рейтинга по конкурентоспособности выпускников в сфере экономика и управления 2020 года. В России зарплата, скажем, не только учителей, и других, так сказать, медиков, да, по сравнению с другими более развитыми странами, естественно, взяла это оставлять лучшего. Вот. В этой связи, так сказать, что вы, допустим, по сравнению с другими образовательными учреждениями более достойные зарплаты получаете, конечно, не имея права, так сказать, осуждать или еще как-то, да. Но хотелось бы равных условий, да. У нас очень много школ, так сказать, да, все мы равны, да, равны должны быть, иметь возможности, да, ведя свою трудовую деятельность, обучая детей, так сказать, грамоте и вообще высоким, так скажем, образовательным технологиям и так далее. Следующим обратился врач-травматолог-ортопед, врач по спортивной медицине, лечебной физкультуре и реабилитации Адыгжи Оржак. Он открывает реабилитационный центр для восстановительного лечения не только для спортсменов Тувы, но и обычных граждан. Владислав Ховалык отметил важность такого центра реабилитации для достижения высоких результатов спортсменов Тувы на российских и мировых состязаниях. Адыгжи Оржак подготовил помещение для открытия центра. Сегодня он просит о поддержке в приобретении современного оборудования на сумму 6 миллионов 200 тысяч рублей. Свою мечту и свой проект я реализую уже в течение 5 лет. Сейчас уже в 2021 году уже реализовал. При поддержке правительства Вячеслава Тагирштаевича планирую эту клинику открыть уже в сентябре. Большинство людей, которые нуждаются в финансах, и берут кредит в долг и уезжают за пределы нашей республики. У нас тоже можно такое открыть с нашими специалистами. Просто немножко можно отучиться по направлению. Есть такие специалисты, которые за пределы нашей республики работают. Если такую клинику, возможно, откроем, то они тоже к нам обратно потянутся, потому что есть их направление такое. Обращение заведующей детского сада номер 5 города Кызыла Рябина Натальи Сергеевой касалось предложения о модели этнокультурного пространства и восстановления традиционной культуры республики на базе Центра русской культуры. Айдана Холых, Буян Мангуш, Ангыр Оржак, Тува 24.